Как ведутся научные исследования в условиях самоизоляции? Как пандемия изменит научный мир? Об этом и не только. Мы поговорим с палеонтологом. С нами на связи из Санкт-Петербурга Павел Скучес. Павел, здравствуйте. Добрый день. Скажите, какие главные трудности испытывает наука в период самоизоляции? Но основная трудность – это отрыв от центров, где можно проводить научные исследования. Если брать палеонтологов, то это отрыв от места, где хранятся коллекции. Одно дело, если вы изучаете каких-то мелких животных или растений, вы можете коллекцию перенести домой и даже ее там изучать, фотографировать. Другое дело, если вы занимаетесь, например, гигантскими динозаврами, завроподами. Там одна кость может весить 100 килограмм. Поэтому основная проблема – это вот отрыв как раз от тех центров, где можно проводить исследования. Это и места, где хранятся коллекции, это и сложная техника, микроскопы, томографы и так далее, и так далее. А какие науки испытывают наибольшее негативное влияние последствий пандемии, а какие наименее? Может, есть те, кто, наоборот, выиграл от этой ситуации? Ну, мне сложно оценивать все науки, я думаю, что проиграли в целом все, но, например, исследования, которые проводятся на живых культурах, на живых клетках, на живых животных, во многом заморожены, просто в лаборатории закрыты временно, и мне кажется, вот как раз молекулярно, там, генетические направления страдают достаточно сильно. Палеонтологи отчасти выкручиваются. Опять же, если есть возможность, например, заниматься какими-то мелкими созданиями или взять с собой, вот как мы поступили, моя группа, файлы с компьютерными реконструкциями 3D, да, или с фотографиями срезов костей и изучать уже по компьютерным файлам. Но вот когда есть такая возможность, то это даже не в плюсе, это скорее нейтрально, это ноль. А может ли сократиться в связи с пандемией финансирование фундаментальных исследований? Свои опасения по этому поводу на днях высказал профсоюз РАН. Я думаю, что это опасение в целом не только науки, а образования и медицины тоже. А вот понятное дело, что есть какие-то целевые поддержки. В науке пока таких вот целевых поддержек нету. Да? Но пока те гранты, которые получили ученые, они выплачены. И другое дело, что проводить исследования в полном масштабе сейчас пока невозможно. Опасения будут всегда, потому что мы понимаем, что после пандемии мир изменится. Изменится образование, в чем-то изменится наука. Это как бы неизбежно. Павел, а как лично вы проводите свои научные работы дома? Ну, я часть коллекции и моих студенты, да, растащили по домам. Это те коллекции, которые много там не весят, не крупные, не габаритные, с которыми можно работать, можно изучать. Ну и то, что у нас было оттомографировано, отснято, то есть в виде файлов, тоже принес домой. И плюс и несколько научных статей, которые нужно было дописать, удалось, в общем-то, дописать вот как раз дистанционно. Но я вот оценивал, вот такого запаса прочности, ну, хватит еще где-то на месяц-полтора. Потом мы столкнемся с тем, что нам не хватает материалов для исследований. То есть, если режимы изоляции продлятся больше, чем месяц-полтора, то начнутся такие большие сложности и в моем научном коллективе. А вот в связи с этим могут ли сказаться на сроках результаты исследований? Конечно, они однозначно скажутся, потому что вот по некоторым грантам, по некоторым направлениям просто заморожены исследования, потому что нужно изучать крупные кости, которые находятся в институтах, и доступа к этим костям на данный момент нет. Я думаю, что это массовое явление, когда отчеты по проделанной работе, по грантам научным, да, будут содержать информацию о том, что мы не смогли, мы не успели, потому что была вот такая ситуация. Я надеюсь, что фонды, которые выделяют гранты, нормально на это отреагируют и будут некие там отсрочки и понимания. Так что мы посмотрим все последствия негативные. Ну, я думаю, что ближе к концу года это будет больше понятно. Я напомню нашим телезрителям, вы в прошлом году побывали в Сунтарском районе, вы там изучали останки древних динозавров и черепов. Что-то новое удалось выяснить? Мы работаем с теми материалами, которые были собраны за 3 года.
Вот, например, зубы некоторых динозавров, они собирались ежегодно. Формировалась коллекция. Например, мы смогли собрать коллекцию такую представительную. Это около 60 зубов древних динозавров, которые относятся к группе стегозавры. Это те животные, те динозавры, которые имели пластины на спине, у которых были шипы на хвосте. Вот сейчас эта коллекция изучается. Она небольшая по своим габаритам. И, собственно говоря, мы пытаемся понять, как этот динозавр, эти якутские стегозавры, как они и жевали, например, да, и жевали вообще. Мы уже поняли, что они обладали достаточно сложными движениями челюстей, у них очень сильно стирались зубы. Ну и все это вот как раз описывается в статье. Но основные выводы, конечно, будут сделаны, когда статья будет дописана и отослана в редакцию одного из международных журналов. Вот пока у нас только некие промежуточные итоги. И кроме вот этих динозавров идет работа над древними млекопитающими, которые это наша группа, к которой мы принадлежим, которые жили вместе с динозаврами, над древними саламандрами. То есть исследований несколько, они ведутся параллельно, но, например, изучать там крупные кости пока невозможно по описанным ранее причинам. Но, тем не менее, изучение динозавров, изучение тех животных, которые найдены вместе с ними, продолжается. А в этом году вы планируете полевые работы или, может быть, какие-то запланированные уже сорвались? Ну, планировать в этом году вообще очень что-то сложно. Динамика развития ситуации, она очень такая активная, все меняется, и обычно меняется в не лучшую сторону. У нас действительно были запланированы 2 экспедиции. Вот. А причем одна с участием студентов, и, соответственно, Санкт-Петербургский государственный университет был готов выделить деньги на то, чтобы студенты поехали в экспедицию в рамках практики для старшекурсников. Сейчас это, естественно, все под вопросом. Все практики летние, студенческие, скорее всего, ну, я даже не знаю формат, в каком они будут. Никто пока до конца не знает, но понятное дело, что никого, скорее всего, не выпустят. Поэтому все запланированные на июль, на август поездки, они сейчас в подвешенном состоянии. Я думаю, что такая же ситуация у всех там, биологов, у геологов. Да. Очень много вопросов. И опять же, это будет зависеть еще от регионов. Какая ситуация будет в регионе. Да, потому что мы знаем, что с коронавирусом везде очень по-разному. Основная сейчас вот проблема – это нестабильность и неясность будущего. Я не могу ничего не сказать по поводу экспедиции. Мы все находимся в таком низком старте в ожидании, что что-то изменится к лучшему, и все-таки какую-то экспедицию или экспедиции провести можно будет. А вот как в целом, на ваш взгляд, изменится наука под влиянием пандемии? Я думаю, что, во-первых, и ученые, и преподаватели университетов, школьные учителя сейчас научились работать дистанционно. То есть и вести занятия. Мне, как сотруднику университета, пришлось много вести занятий онлайн. И лекции, и прочее. Кроме этого, мы все будем держать в голове, что в любой момент такое возможно. Будем, наверное, иметь такое резервное рабочее место дома. Кроме этого, многие люди поняли, что те вещи, которые они делали на работе, на рабочем месте, в институтах и в университетах, можно делать дома. Как это выльется? Да, в том, что часть людей будет переведено дистанционно, вообще вот закреплена эта позиция, или что-то еще, мне предположить сложно. Деятели культуры и науки на днях призвали изменить образ жизни после пандемии и не возвращаться к привычному образу, так как такой образ вредит окружающей среде. Вы согласны ли с этим и что бы посоветовали нашим телезрителям? Ну, мне кажется, что тут общего совета быть не может. Да? Действительно, если некоторые вещи можно делать дистанционно, без ущерба, да, для работы самой, то, наверное, имеет смысл задуматься. Но невозможно проводить какие-то очень сложные научные исследования из дома. Невозможно учить там, студентов, школьников постоянно из дома. Да. Тут нужно оценивать конкретную каждую отрасль отдельно. Но действительно, это, я думаю, что мир очень изменится, потому что многие ощутили, что действительно дистанционно работать можно.
Павел, спасибо большое за беседу. Спасибо вам. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.